Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 года нацистская Германия и ее союзники обрушили на нашу страну военный удар невиданной силы. Началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной за всю историю России. Германские войска напали на нашу страну. Опустошительные бои, разруха и голод, терзавшие Россию на протяжении следующих лет, не обошли стороной ни одну семью. Тяжкое испытание советский народ выдержал достойно. Люди разных религий и наций объединились перед общей угрозой и дали отпор неприятелю. Свой вклад в победу внесли и миллионы советских мусульман. Они служили на благо Родине как в тылу, так и на фронте. В мае 1942 года в Уфе проходит чрезвычайный съезд Центрального духовного управления мусульман. Выступая на нем, муфтий Габдрахман Расулев, сын почитаемого многими мусульманами СССР и всего мусульманского мира шейха Зайнулы Расулева, обращается ко всем верующим с речью, пронизанной патриотизмом и любовью к родине, и объявляет джихад фашистским оккупантам, призвав мусульман СССР сражаться в рядах Красной Армии. В обращении говорилось: «Нет ни одного правоверного, чей сын, брат или отец не дрались бы сегодня с немцами, отстаивая с оружием в руках нашу общую родину. Так же, как и нет, наверное, ни одного, кто бы в тылу не помогал делу победы своим трудом на фабриках и заводах. Ибо мы, мусульмане Советского Союза, хорошо помним слова великого пророка Мухаммеда, мир ему. Любовь к родине и ее защита являются одним из условий веры». Из числа представителей мусульманских народов СССР были сформированы многочисленные воинские части, которые внесли свой достойный вклад в победу над фашистами, особенно в первой половине войны. В годы Великой Отечественной из Татарстана в действующую армию было призвано около 700 тысяч человек. Более половины из них не вернулось. Маршал Советского Союза Малиновский так отзывался о солдатах-татарах: «Я, как старый солдат, много видел на фронте бойцов и командиров из татар и всегда восхищался их непреклонным упорством, железной волей в бою. Только за успешное форсирование Днепра осенью 1943 года около 40 мужественных и доблестных воинов из Татарии были удостоены звания Героя Советского Союза». Всего за годы войны героями Советского Союза стали 161 татарин, 96 казахов, 69 узбеков, 57 дагестанцев, 43 азербайджанца, 39 башкир, 18 туркмен, 14 таджиков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 6 чеченцев. Казань и Уфа, Ташкент и Алма-Ата принимали эвакуированных. Казахстан принял 1 миллион человек, Узбекистан – еще 1 миллион. Семья кузнеца Шамахмудова усыновила и воспитала 15 детей-сирот разных национальностей. Имамы населенных пунктов стали организаторами помощи эвакуированным, а мечети – местом сбора материальной помощи для нуждающихся граждан. Также мусульманские организации СССР стали организаторами сбора средств в помощь фронту на строительство танковых колонн и авиаэскадрилий. 3 марта 1943 года в газете «Известия» была опубликована целая статья о сборе средств на постройку танковой колонны, проводимой Центральным духовным управлением мусульман. Лично муфтий Габдрахман Расулев пожертвовал на эти цели 50 тысяч рублей. Всего же было собрано 10 миллионов рублей. Другой муфтий и автор перевода Корана на татарский язык Габдальбари Исаев принимал непосредственное участие в боях, был дважды ранен и почти лишился зрения. Гарифулла Гайнуллин, последний казанский ишан, принимал участие в обороне Сталинграда, был трижды ранен, комиссован по инвалидности.
Это лишь некоторые из сотен тысяч историй поразительной храбрости и мужества воинов-мусульман на фронтах Великой Отечественной войны. Наш долг – хранить память о великих предках, сумевших победить в войне, которой прежде не видело человечество, и не допустить повторения тех ужасных событий. Ведь сказано в хадисе пророка Мухаммада, мир ему: «Не из нас тот, кто призывает к национализму, и не из нас тот, кто воюет ради национализма».